Здравствуйте. В эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Я напомню, что в нашей программе мы рассказываем историю башкирского народа с привязкой к истории отдельных родов. И сегодня о каких родах мы поговорим, Салават? Сегодня мы коснемся истории двух родов. Их селения исторически находились и сейчас находятся в восточной части современного Башкортостана. Род Кубаляк и род Теляу. Правильно ли я понимаю, что род Кубаляк произошел от слова «бабочка»? Ну, все правильно. Все просто, да? Но нет, бабочки, это вообще на самом деле это антропоним. У нас, кстати, в истории Башкирии всего, вот по моим, так сказать, прикидкам, всего лишь две волости по имени конкретного человека были названы. Названия возникли от антропонимов. На Крайнем Западе это была так называемая Надырова волость. Это сейчас она полностью находится на территории современного Татарстана. Еще даже западнее Альметьевская. Тоже был такой башкирский старшина Надыру Разметов. И когда вот шло освоение Закамья, были построены Закамская линия крепостей, а уже в начале 18 века новая Закамская линия строилась, и вот пригласили вот этого башкирского старшину. Он бежал, как раз в Башкирии бушевали восстания, и вот он переселился, этот Надыр Уразметов, на запад. Ему в подчинении дали ясачных татар, которые были введены в Тептярское сословие, и собрал он также безземельных башкир тоже в Тептярском сословии, и вот создал отдельную вот такую Надырову волость, занялся потом добычей нефти, он считается как бы вообще основателем нефтяной промышленности. Первый завод открыл нефтяной вот на реке Зай. Это в каком веке? В первой половине 18 века. А на Крайнем Востоке возникла тоже по антропониму Кубалякская волость. Был такой реальный человек. Он, кстати, был нагайцем по происхождению. Его звали Кубаляк, то есть бабочкой звали. В башкирских языках это существо не женского рода. Вот как бы мужчин тоже называли этим именем. Возникла вот эта Кубалякская волость, но так как волость была вот сейчас порядка 12 аулов кубалякских, от одного же человека не могло же настолько размножиться, что выросло 12 аулов. Делаем вывод, что основное это население возникло просто за счет башкир соседних властей, которые просто туда переселились, и вот когда начали проверять по генетическому анализу, там оказался на самом деле полный такой винегрет. Была и гаплогруппа вот такая чисто степная N1C, то есть это говорит о том, что, может быть, это в прошлой передаче мы говорили о Куваканской волости, они выходцы из Монголии, вот как раз N1C, возможно, часть куваканцев туда вошла, часть табынцев, был князь Турманбет Ялтиков, тоже он как бы не вписывается в родословную этого нагайца Кубаляка. Одним словом, это такая сборная волость, изначально была территориальная, потом вот она выделилась в самостоятельную единицу. А что касается рода Теляу, который тоже находится по соседству, кстати, вот потомки этого Кубаляка, они первоначально жили в Телевской волости. Телевская волость или Теляу, ну, такая адаптация, видимо, были припущенниками, и вот потом образовали свою Кубалякскую. Что касается рода Теляу, то у него очень, по меркам историографии, такой сложная история объяснения этого названия. Дело в том, что если мы обратимся в Центральную Азию, в эпоху тюркских каганатов и даже до этого, тюркские племена состояли, в общем-то, из двух крупных племенных группировок. Вот, собственно, тюркская и другая группировка тюркоязычных, тюркоговорящих племен. Они себя тюрками не называли тогда еще. Которая в китайских источниках, она именуется Теле. И долгое время считалось, что вот все вот эти тюркские названия, ведь род Теляу есть не только у башкир, и у нагайцев есть, и у казахов есть. И потом на Алтае есть народ Телеуты, есть племя Телесы, Теленгиты, и все этнонимы всех вот этих подразделений как раз вот выводили из названий якобы племенной группировки, которая в китайских источниках называлась Теле. То есть фактически это племена и роды неродственные. Вот это мы еще пока не можем сказать, знаем или мы не знаем. Дело не в этом, а дело в том, что их название выводилось вот от китайского термина Теле. Потом сегодня, вот благодаря работам выдающегося тюрколога Сергея Клишторного, к сожалению, уже покойного, было выяснено, что Теле это не передает их народное название. Это просто китайская адаптация монгольского термина тегрек – тележники. Вот. А себя, в общем-то, они называли агузами. И поэтому вот эта теория о том, что вот этот древний этноним Теле, который появляется в веке в пятом, наверное, что все вот эти названия перечисленные, Телеут, и Теляу, Телес, Теленгит, они не имеют отношения вот этому китайскому термину Теле. Но тогда к чему? Ведь явно у них какая-то общая основа есть. И вот сейчас уже некоторые исследователи склоняются, что это, в общем-то, относится к названию динлинов. Динлин, это, опять же, китайская адаптация, возможно, а на самом деле в народном звучании это как-то как-то вот так звучало. Динлин — это древний народ. Даже в свое время вот Гурум Гржимайло, известный русский дореволюционный географ и этнограф Гржимайлов, он написал там в свое время работу «Белокурая раса Азии». Вот эти динлины, они, ну, судя по всему, это какой-то индоевропейский народ, который вклинился
в недра Центральной Азии. Они описывались как блондины, белокурые, голубоглазые и так далее, высокорослые. Китайцы их описывали и даже называли рыжеволосыми дьяволами. И, возможно, вот эти все названия сосновой теле как раз восходят к названию динлинов. Потом, когда вот генетически тоже были проведены вот наших этих башкирских представителей подразделений теле, оказалось господство тоже вот этих, в кавычках, индоевропейских гаплотипов R1A, R1B. И все это характерно именно для кипчакского кластера вот этих тюркских племен, потому что кипчаки, предки, вот, у них как раз и были вот эти динлины. Слушателям эти названия, конечно, ни о чем не говорят. Сиры, которые как раз описывались как вот такое индоевропейское племя. Потом, как мы знаем, в Центральной Азии произошла смена этнической доминанты. До какого-то времени там было господство вот индоевропейских племен, там скифского круга и так далее, да. Может быть, они ираноязычные были. А потом происходит уже где-то в последних веках до нашей эры смена доминанты с индоевропейской на тюркскую. Постепенно все эти народы, они переходят на тюркский язык. Господствующие элиты, условно говоря, государственный язык тех каганатов, которые тогда существовали. И, по всей видимости, вот мы имеем дело вот как раз вот с потомками вот этих динлинов, которые вот вошли в состав потом уже башкирского народа под названием теле. Какова территория расселения? Теле, вот у них они живут очень компактно. Юго-западная даже, можно сказать, часть современного Учелинского района. Тоже там где-то порядка 10-12 селений. Род, не сказать, что большой, очень интересный по происхождению. И в истории они хорошо отразились. Вот, допустим, там, если брать кубаляков, вот у нас известный представитель интеллигенции, вот Булат Ахмерович Азнабаев. А если брать доктор исторических наук, ведущий историк, специалист по истории Башкортостана, так ведь? Потом есть у нас Абдулла Султанов, известный певец, он слепой певец. Вот. Что касается рода Теляу, то я, наверное, хотел остановиться на одной фигуре, очень известной, очень прославленной, наверное, самый выдающийся представитель рода Теляу Муса Муртазин, как его иногда называют, башкирский Мелехов, Григорий Мелехов. То есть это в годы гражданской войны. Вот он метался из стана белых в стан красных, и та страна хотела его заманить, и та хотела заманить. Боевой генерал времен гражданского, герой гражданской войны. Вот. Потом, правда, его имя в связи с тем, что он в 1937 году был репрессирован, как враг народа и так далее. Там. То есть биография была неоднозначной, поэтому все-таки по версии большевиков. Да, она у всех была неоднозначна. 99% всей башкирской, так скажем, военной и культурной элита, она была уничтожена. Так и по всей стране, в общем-то. Поэтому, что сказать о нем? Он до революции был призван в армию, служил на фронте, потом началась революция. Так как он происходил из малоземельных башкир, которые сельский пролетариат, вот, он вступил в 17-м аж году в партию большевиков. Были вот среди башкир это единичные примеры. В отличие от других там башкирских коммунистов, например, там Багаудин Нуриманов, вот в честь него Нуримановский район назван, или там Бахтигарей Шафиев, вот улица Шафиева у нас, вот, которые были противниками Валидова. В ходе гражданской войны они были белогвардейцами расстреляны, и Нуриманов, и Бахтигарей Шафиев. Муса Муртазин, он изначально примкнул к крылу Валидова, поскольку он понимал, что тут классовые интересы, то есть на чаше весов, да, или национально, что, собственно, превыше, так ведь? Идея класса или идея народа? Идея класса не может перевесить национальную идею всего народа. Вот он сразу перешел на сторону валидовцев. Участвовал в создании башкирской армии, храбро сражал в составе первого кавалерийского полка Амира Карамышева. Потом, когда Амир Карамышев умер, возглавил сам он первый башкирский кавалерийский полк. Вот. И когда воевал очень отчаянно против красных, командарм Гай, командир первой Красной армии, которая началось зимнее наступление 18 года Красной армии, башкирские войска как раз охраняли вот эту линию фронта от Уфы до Оренбурга. Им, значит, башкирский корпус дивизионного состава держал вот этот фронт, а и Муса Муртазин своим полком стоял вот напротив Стерлитамака. И там вот происходили ожесточенные сражения с частями первой Красной армии, и вот командир этой армии Дмитрий Гай, вот как раз город сейчас есть Гай в Оренбургской области, в честь него назван, а настоящее имя Гай Бжишкянц, кстати, потом был одним из главных обвинителей по делу Мусы Муртазина, хотя сам тоже не избежал. В 1937 году попал под каток репрессий, спрашивается, ради чего там они воевали, если советская власть не щадила. До 1937 года он чем занимался? Он работал во власти в башкирской? Да, вот сначала сражались, потом Валидов, поскольку белое командование не хотело признавать отдельного башкирского корпуса и башкирской автономии, вы знаете, да, адмирал Колчак. Когда вот демократическое было крыло белого движения во главе с Камучем, это бывший член учредительного собрания, тогда было все хорошо. Они вместе держали фронт, сражались вместе. Ну, потом пришел вот адмирал Колчак, это вот представитель вот такого правоконсервативного направления, там никаких инородцев
инородцев, никого не пущать, всех зажать, всех казаками и нагайками всех разогнать и всех сделать там такую большую тюрьму народов. Естественно, там все национальные движения, не то что башкиры, даже казаки. Многие казаки, даже Дон отошел, не поддержал Колчака, многие уральские казаки не поддержали и так далее. И, естественно, вот Валиди договорился, начались переговоры с советской властью о переходе, вот перешли на сторону красных. Ну и сразу возникли всякие недоразумения. Красная большевистская центральная власть признала башкирское, значит, движение. На местах нет. И вот начались там партизанщина на местах, расстрелы, повальный арест, там унижение там, и так далее, и так далее. Муса Муртазин не выдержал, разгромив Смоленский полк, ушел обратно на сторону белых. Там его полк разросся до состояния бригады, а потом в августе обратно перешел на сторону красных, уже потому что договорились там, признали свои ошибки, уже с распущенными этими знаменами, с гордо поднятыми головами перешли на сторону снова красных. Вот эта бригада Мусы Муртазина. Вот. А потом он отрабатывать автономию послали. Сначала, значит, на Уральский фронт против уральских казаков, а потом на Польский фронт, где он башкирская отдельная кавалерийская бригада на Польском фронте показала чудеса храбрости. Там он получил 2 ордена Красного Знамени. Вот такая была ситуация. А в 1921 году поставлен во главе Башкирии вообще. Там же вот у нас здесь был конфликт, так называемый, Шамигуловщина. Ярый противник башкирской автономии в лице Гали Шамигулова, одного коммуниста, такого левацкого направления, устроил маленький такой геноцид башкирскому народу, зверство этих отрядов под видом борьбы с Валидовым. Тут поголовно шло уничтожение башкирского населения. Вот. И потом в Москве против Шамигулова началось восстание в Малой Башкирии. Вот. И властям ничего не оставалось делать, как пригласить Муртазина, на тот момент там наиболее, так скажем, авторитетного человека, поскольку все валидовцы, они уже ушли в Среднюю Азию. И пригласили, и в 21 году он возглавил Башкирию. Как раз самые-самые тяжелые времена. Здесь свирепствовал голод 21 года, и вот все ему как-то это нужно было разруливать. Стал председателем Башцик, то есть Башкирского центрального исполнительного комитета. Насколько долго успел проработать? Ну, он там проработал 2 года всего. Там, значит, как раз вот весь этот был конфликт сглажен, устранены вот это последствия этой Шамигуловщины. Он как был приглашен как кризис-менеджер. Все могло случиться. Такая резня происходила. Когда все успокоилось, его перевели в Москву, поступил в Академию имени Фрунзе, учился, в Москве находился, в управлении РКК в 1935 году. Он, хотя на фронте, он фактически уже был комбригом, но ведь там вот это была чехарда с воинскими чинами в Красной армии. И когда вот какой-то вот каркас вот этой системы чинов была установлена, ему подтвердили что в 1935 году, что он комбриг. Хотя он уже фактически в 1920 году бригадами командовал. Вот. А потом, незадолго до смерти, он почему-то на знаках отличия, у него уже не комбриг, а у него 2 ромбика, генерал-майор. Соответственно, пока историки не нашли подтверждающий документ, но фотография – это тоже документ. Конечно. То есть на всех фотографиях у него, значит, вот 2 ромбика. Это, видимо, между 1935 и 1937 годом, когда он был расстрелян, ему было присвоено звание комдива. Комдив, кстати, когда я приехал в Москву, после расстрела всех вот этих врагов народа, их потом кремировали, и прах захоранивали на Донском кладбище в Москве. Там и Блюхер, и все многие военачальники. И вот Муртазин в общей этой могиле, там вот табличка стоит, кстати, там написано комдив. А есть кого вспомнить из выдающихся деятелей из рода Кубаляк? Из Кубаляков, допустим, в Пугачевщину был знаменитый пугачевский предводитель Баим Тархан Кидряев. Вот самый критический момент, он там и ряд других предводителей оказали Пугачеву неоценимую услугу, когда Пугачев, разбитый под Троицкой крепостью, с горсткой своих людей укрылся в башкирских властях. Они буквально там в считанные дни, там за неделю, что ли, ему новое войско поставили, 10-тысячное. И вот оттуда, в районе Магнитогорска, вот они, собрав эту армию, в общем-то, начали опять свое победное шествие по Южному Уралу, пугачевцы. А в гражданской жизни есть какие-то отличительные, выдающиеся, может быть, моменты? Или не обязательно выдающиеся, а то, что можно вспомнить по Муртазину? Ну, Муртазин, он был, я просто поражаюсь, это самородок был. Вот человек, который практически, можно сказать, не получил никакого образования, если не считать, что в детстве 1 или 2 года проучился в сельской школе, в медресе и так далее. Был очень человеком одаренным. Его даже вот эта монография «Башкирские войска», которую он написал в 27 году, показывает огромный уровень его исторической подготовки. То есть из этого мы можем сделать вывод, что он занимался мощным самообразованием, вот, учась в Академии имени Фрунзе и так далее. Там вот эта книга, она до сих пор не утратила своего значения. Посмотрите научную литературу, на нее до сих пор ссылаются, особенно когда касается гражданской войны, боев. Вот это был самородок. Будучи там фельдфебелем, стал
в рядах белогвардейцев там штаб-ротмистром, вот, а потом уже в рядах Красной армии дорос до комбрига, до комдива. И это не одно его произведение, там есть и другие его выступления, речи и так далее. А что-нибудь известно о его потомках? О потомках у него дочери остались, Шаура Муртазина, она была, вот, насколько я знаю, там театральным деятелем, режиссером была. Травля была на них организована вот, в советское время. На всех Муртазинах пришлось Шауре Муртазиной уехать в Москву, и вот до конца жизни вот она вот была очень, скажем, обижена на советские власти в нашей республике. Вот такие дела. Но я хотел другое еще сказать. Как вот в годы голода, это 21 год, здесь вот страшный был голод же, мы знаем, да? Ну, просто ужас, что творилось. Вот как Муртазин, он, насколько он был человеком энергичным, он всячески пытался хоть кого-то спасти. Значит, организовал продовольственные поездки, эмиссаров засылал в Среднюю Азию. В Средней Азии там же не было продразверстки, как в остальной России. Голод из-за чего начался? Из-за этого процесса. Большевики просто народ ограбили, особенно вот на Южном Урале. А плюс они еще и войной были разорены. Ведь фронт 6 раз вот так ходил по Башкирии. 6 раз туда и обратно. Полностью было разорено хозяйство, все разрушено. Потом еще ограбили эти продотряды, все вытрясли из крестьян. Ну, соответственно, что? Начался голод. А в Средней Азии было относительно благополучно. Тогда же вот пошло там Ташкент, город хлебный, да? И все туда отправлял эмиссаров, и народ туда начал бежать массово, спасаясь от голода. И Муса Муртазин организовывал, посылал эмиссаров, которые закупали там это продовольствие, везли в Башкирию. Плюс он работал с американской American Relief Administration, такая американская организация помощи голодающим, которую тоже вот здесь они устроили, американцы, полковник Белл, бесплатные столовые в Уфе, в Башкирии. Вот этот ара, который, в общем-то, у нас сегодня почему-то замалчивают, который ара, она все-таки, я не скажу, что всю Россию спасла от вымирания. Нет, конечно, ну, все равно вот это показательно, что американцы вот тяжелый момент, вот эта благотворительная организация, она, в общем-то, пыталась хоть как-то минимизировать вот эти последствия голода. Даже фотография сохранилась, Муртазин с представителями ара. А эта организация работала, получается, не только в Башкирии, но и... В основном они в Поволжье, потому что страшный голод вот он был. На Украине тоже был, но я не знаю, там ара работала или нет, но в Поволжье точно работала и в Башкирии. Вот, кстати, картина вот известная. Художник Яковлев, «Красный командир», 28 года. Вот в центре, значит, Муса Муртазин. Картина вот где-то в музеях Москвы. То есть это настолько была в то время легендарная личность. Если читать воспоминания Буденова, он в один ряд стоял там. Вот, говорит, были герои гражданской войны, там, и перечисляет. Котовский, Чапаев, Муртазин. Ну, к сожалению, таких историй, да, много было. Да. То есть я хочу сказать, эта личность была очень значительная. Вот сразу после гражданской войны, где вот прогремел на весь фронт, всю Красную армию, его бригада прогремела, он считался вот одним из героев войны, и его ставили в один ряд вот с такими, значит, личностями. Потом, естественно, 1937 год, как мы знаем, полное умолчание, там английский, японский шпион, контрреволюционер, буржуазный националист, всякие ярлыки. А его реабилитировали в итоге? Ну, естественно, реабилитировали. Еще 80-е или только 90-е? Нет, после Сталина, в 56-м, что ли. Спасибо большое. Я напомню, что в эфире была программа «История башкирских родов». У нас в гостях был Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Спасибо вам, Салават. Спасибо. До свидания.